Заходите, открыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы члены участковой избирательной комиссии. Проходите, проходите. Мы пришли произвести поквартирный обход избирателей для уточнения регистра избирателей. И еще хотелось бы довести до вашего сведения, что если вы в день голосования не сможете присутствовать на своем избирательном участке, то вы сможете проголосовать в месте вашего пребывания. На языке избиркома это называется контактно-волновой обход. Два сотрудника комиссии, полицейский, мало ли чего. И добродушные улыбки на лицах. Никакого агитирования, все только по делу, сплошь информация. Уточнение списков избирателей и разъяснение, что такое предварительная заявка для голосования. Предварительно необходимо подать заявление о включении в список избирателей на том избирательном участке, где он предположительно будет находиться. Такие заявления возможно подавать и в многофункциональных центрах, и в территориальных избирательных комиссиях, и в участковых избирательных комиссиях. В территориальной избирательной комиссии и в многофункциональном центре это возможно будет сделать с 31 января по 12 марта 2018 года и, соответственно, в участковой избирательной комиссии с 25 февраля по 12 марта. Такие разъяснительные тройки теперь будут ходить по квартирам до 15 февраля. Днем, кстати, беспокоить никого не будут. Минутка информации ждет граждан только в вечернее время. Негатива от людей нет. Я патриот, и каждые выборы присутствую на них обязательно. И муж, вся семья, в принципе. Все-таки, когда эту информацию практически разжевывают, люди ведь не все понимают, как это происходит по-новому. Поэтому я считаю, что это полезно. В основном можно сказать, что жители Сыктывкара имеют активную жизненную позицию и достаточно доброжелательно общаются с членами участковой избирательной комиссии. В одном Сыктывкаре сегодня около 140 тысяч избирателей. Посетить сотрудники избиркома намерены 24 тысячи из них. Кого успеют? Чтобы знать их не только по спискам, но и в лицо. Роман Истомин, Максим Васильев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.